Всем здравствуйте! Вы смотрите передачу «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы в гостях у замечательной девушки Марина Мартемьянова. Ее зовут. Марина занимается, можно сказать, кондитерством, да, и именно вот по шоколаду, по изготовлению шоколада, как фигурного, правильно? Да, фигурного. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Катя. Очень приятно, что пригласили нас в свою квартиру. И сегодня мы будем заниматься очень приятным делом. Я думаю, что многие любители этого потрясающего десерта заинтересуются, посмотрят, что делать, как делать и непосредственно как создается этот самый фигурный шоколад. Давайте. Как вы начали этим заниматься? Не так давно, вы сказали, да? Да, не так Ну вот, давно, посмотрев ваши работы, не скажешь, что всего там несколько месяцев прошло. Кажется, что это вот прям уже сколько-то лет. Нет, это буквально месяц, два, три, не более. До этого у меня был опыт работы, я лила фигурные свечи из воска и из цветного парафина, навык у меня остался, поэтому перейти на шоколад мне не составило никакого труда. Мне просто пришлось поменять состав, и вот именно я остановилась на шоколаде. Ну, этому как-то обучаются или это можно самостоятельно найти какую-то информацию в интернете? Научиться самому? Можно найти в интернете. Сейчас у нас очень много платформ, на которых учат именно как выливать фигурный шоколад, делать шоколадные плитки, какие-то конфеты. Очень много, это очень разнообразно. Каждый подбирает под себя. Я частично искала информацию в интернете, часть я читала. И практические навыки у меня были. Скажем так. Я думаю, что можно приступить к самому приятному, начать. Давайте. Да? Вот с чего мы начинаем, что мы будем делать, интересно, и с чего? Так, для изготовления фигурного шоколада нам нужно взять шоколад в калетах. Он бывает нескольких видов, он бывает горький, темный, бывает молочный и бывает белый шоколад. Я использую шоколад наш российский. Вот это горький шоколад, он без сахара, он подходит для людей, которым нельзя употреблять белый сахар, либо для тех, кто следит за своей фигурой, либо занимается фитнесом, детям подходит. И молочный шоколад, который подходит и детям, и взрослым. Это тоже наш российский шоколад манже. Вот, он тоже у нас в калетах. Так. Эти калеты, они как-то их нужно до какой-то температуры, да? Совершенно верно. Для начала, чтобы у нас получилась шоколадная фигура надлежащего качества, нам нужно шоколад правильно затемперировать. Для этого есть определенный способ. Я, например, пользуюсь микроволновой печью. Для нужной кондиции нужно его растопить до определенной температуры. У каждого шоколада есть своя температура, а у темного она выше, у белого она пониже. После того, как мы растопили, его нужно резко охладить, и можно приступать к работе и заливать формочки. Мы сразу его растапливаем? Да, мы сейчас будем ставить его в микроволновку и доводить до нужной рабочей температуры. Давайте. Я уже тут на глаз еще смотрю. Нет еще. Немножко руку уже набила, уже так на глазок. Уже знаю, что он уже потекло, уже можно вытащить. Уже чувствую, да. Мы достали шоколад с микроволновки. Да, сейчас нам нужно все калеты, так сказать, растереть, чтобы ни одной не осталось. Чтобы не было комочков, чтобы не было комочков, да, чтобы была однородная консистенция. И обязательно нужно померить температуру. Для этого у меня есть специальный прибор. Он называется пирометр, который измеряет поверхность жидкостей. Так. Вот сейчас у нас 45 градусов, идеальная температура. Теперь мы можем приступать к охлаждению. К охлаждению до 34 градусов. Это нужно для того, чтобы шоколад впоследствии имел прекрасный хруст такой характерный и блеск. Для этого я использую подручные средства. Кто-то охлаждает на пакете со льдом, кто-то охлаждает в ледяной воде. У каждого разные свои способы. Есть еще способ такой классический, темперирует шоколад на мраморной доске, но это такие очень прям заядлые шоколадье. У них
все для этого предусмотрено. А мы как бы вот в быту, мы своими подручными средствами, какое-то холодное полотенце можно положить из морозильника. И таким образом у нас шоколад охлаждается. И теперь мы доводим до 34 градусов. Также интенсивно перемешиваем, чтобы шоколад быстрее охлаждался. Периодически. Достаточно просто положить. Достаточно. Да, и ждем, когда шоколад дойдет до нужной кондиции. Это очень трудоемко, не быстро. Нужно иметь большое терпение, чтобы этим заниматься. 41 еще. 30, сколько сказали? 34. 34. То есть это долго. Почему в пластике больше теплоотдача быстрее остывает? В стекле не получается, а в керамике тоже. Вот оптимально это вот какая-то пластиковая. В пластике, да? Лучше в пластике. Это и быстрее, и удобнее, и она сама по себе полегче. Так, ну что у нас? Все, 34 градуса. Теперь нам осталось добавить какао-масло. Это специальное какао-масло, оно в порошке. Так, для чего оно? Оно нужно для того, чтобы шоколад получил правильную кристаллическую структуру при дальнейшем застывании. Это как бы тоже ускоряет процесс темперирования. А кто-то пользуется, кто-то нет. Мне, например, очень удобно. Потому что я точно знаю, что вот у меня получится шоколад, который нужен мне для изготовления моих шоколадных фигурок. То есть это как бы не обязательно? Это не обязательно. Есть другие способы темперирования, про которых я говорила до этого. Поэтому кому как нравится. Мне нравится вот этот способ. Если, допустим, делать без какао-масла микро, то придется шоколад подогревать еще раз до определенной температуры, до 30. Да, это опять же трудоемко. Тоже экономит. Да, это экономит время. Да. Мы, кстати, вот видим, подготовили формочки, такие вот пасхальные, да? Как раз вот наступает время Пасхи. Да, Пасха у нас 24 апреля. Очень символично. Вообще, много ли у вас таких фигурок? Наверное, много. У меня очень много форм разных. Есть формы силиконовые, есть формы пластиковые, есть формы полипропиленовые. Самые удобные? Самые удобные, если вот прямо для вот таких вот изысканных фигурок, это силикон. Потому что силикон, он мягкий, и из него вот такие прекрасные формочки изготавливаются на любой вкус, цвет, различные фигурки, зверюшки, цветочки, вот на любую тематику. Вот, например, вот это вот на тему Пасхи, да, здесь у нас зайчики. Предлагаю попробовать сделать, вот у нас тут для эксперимента, вяленый манго. Его можно сделать в шоколаде, буквально тут за 2 секунды. Манго в шоколаде. Да, это будет манго в шоколаде. Вкусно. Да, для гурманов это вообще очень быстро делается. Да. А таким же образом и делают вот клубнику, да? Да, принцип тот же. Таким же образом на палочке обмакивают в шоколад. И все, и ваша клубничка готова. В принципе, вы тоже можете попробовать. Давайте. Да. Так, просто окунаю туда. Просто окунаем и излишки стряхиваем. Он очень быстро сейчас примет форму, подзастынет. И можно даже еще сделать красивее, посыпать шоколадными какими-то цветными шариками. У меня есть они разных цветов, разных размеров. Это будет интересно. Красоты. Для красоты, для эстетики. И мне кажется, и деткам будет интересно такая подача. В принципе, можно любые сухофрукты так делать. Можно делать, мне кажется, курагу, чернослив можно делать. Что-то такое, что можно на шпажку надеть. Я думаю, это не трудно. Даже, мне кажется, дети бы справились. Ну как? Так, и он так сам по себе застывает, да? Да, он сейчас вот такой вот у нас немножечко постоит, буквально парочку. Да, вот можно его вот уже оставить. Ну, вот сделали 2, так, я думаю, пока достаточно. Теперь так, нам нужно... далее. Так, далее мы сейчас будем заливать шоколад в наши формочки. Для этого вам нужно взять кондитерский пакетик. Я думаю, что его не составит труда приобрести в наше время. У нас очень много в городе кондитерских магазинов, очень большой ассортимент. Для удобства мы берем стаканчик. Да. Мы берем стаканчик. Так, мы сейчас возьмем нашу лопаточку. Очень удобно работать все-таки силиконовая лопаточка. Я пробовала ложкой. Неудобно ложкой. Вот силиконовая лопаточка это самое вот удобное. Так, и вливаем. Да, и выливаем все это вот в кондитерский мешочек. Вот в этот. Шоколад у нас уже как раз на той температуре, которая нам нужна. Нужно здесь уже у нас нам собраться и по-быстренькому
разлить. Предлагаю вот этот темный шоколад, вот, который сейчас я делаю, он без сахара, сделать его с наполнителем орешки. Для этого нужно орешки разложить в формочки, которые вот нам нравятся. Так, любую формочку выбираем, да? Да, какая вот вам нравится. Вот, например, заки большие. Вот можно положить в заки. Так, можно их комбинировать? Можно, как хотите. Разные. Здесь вот фантазия Так. безгранична. Безгранично, да. Впервые это делаю, кстати. Ну, Мгм. Я думаю, с детьми даже интересно можно. будет. И детям, да? я думаю, тоже будет очень интересно. Мгм. Что у нас еще? У нас уже манго в шоколаде дошел до кондиции. Может быть, я сейчас даже успею. Вы пока орешки сыпьте, сыпьте. Можно вон еще в пластик насыпать, чтобы можно их даже напополам там или как-то помельче сделать. Да? Можно. Здесь опять же фантазия безгранична. Хотите крупные, хотите мелкие. Можно вообще там на терочке потереть, обсыпать таким порошком. Так, предлагаю сделать манго, обсыпать шариками розовыми, шариками желтенькими. Так. Так, не знаю, будет ли видно. Вот так вот. Мгм. Думаю, сейчас вроде можно. Ложечкой посыпаем, да? Да, вот буквально Мгм. понемножку. Вот такая разноцветная красивая конфетка у нас готова. Так. Вот она еще постоит и примет свою форму. Вторую можно сделать вот с желтенькими шариками тоже. Мне нравится, вот когда шарики перламутровые, очень дорого-богато, Мгм. аппетитно и веселенько, не тяжеленько. Вы вообще сами любите шоколада? Ну да, я люблю шоколад. Я люблю шоколад с орехами, например. Я очень его люблю. Ну, я тоже. А А с какой, орехом? какой любите Вот больше мне шоколад? нравится с фундуком, очень нравится мне шоколад. А шоколад темный, молочный? Любой, ну чтоб с орешками. Главное, с орешками. Главное с Я, кстати, орешками. тоже люблю очень много орех. Мгм. Когда в шоколаде много орешек, Мгм. Так, что можно увидеть Так, вот теперь- наглядно. так, что у нас формочка? Все готово, значит, у нас. Сейчас мы Да, будем... я не стала разламывать, пусть будет. Пусть будет как будет. Мгм. Хорошо. Тогда мы сейчас... Поскольку уж мы любители с вами орехов, пусть их будет Пусть будет ореховый рай. сюда. У нас будет много. ореховый рай. Так, предлагаю для начала залить в пластиковую формочку. Давайте. Так, мы сейчас режем кончик. Буквально. И вот таким вот образом Заливаем сверху, да, заливаем прям? сверху шоколад. Видите, какой красивый он уже блестит, Да, да? да. Очень аппетитно. И аромат гель. здесь очень такой насыщенный, шоколадно-шоколадный. Да, стоит. Можно буквально на полчаса поставить в холодильник, если уж прям в квартире сильно жарко. Но в идеале, в помещении, где вы работаете, температура должна быть в пределах 18-20 Прохладненько градусов. так, Такая, да, температура. И тогда шоколад получается с идеальным блеском, с идеальным хрустом. То есть он такой, какой он должен быть. Мгм. Так, ну, может быть, зайки, Давайте, далеко. зайки. Давайте. Давайте тогда вот так вот поменяем местами. Так, сейчас будем на шоколадных зайчиков. Нормально. Но вы работаете на заказ. Да, заказывают на всякие дни рождения, какие-то вечеринки. Для кэнди-бара заказывают очень часто вот такие вот конфеты. Такие не банальные конфеты, я скажу. Они людям интересны. Клиенты очень часто меня спрашивают, когда будет что-то новенькое. Вот мы хотим. Я поэтому иногда анонсы выкладываю в своих соцсетях, чтобы люди как бы знали, что вот-вот-вот, например, скоро будет Пасха, значит, у меня будет что-то на пасхальную В тему. наличии такое тематическое, да? Да, что-то тематическое. Так, у нас, значит, темный шоколад закончился. Предлагаю растопить, значит, у нас вот этот шоколад молочный. По той же схеме. Все по той же схеме делается. Также несколькими подходами. Замеряем температуру пирометром и дальше работаем. Белый шоколад мы нагреваем до 43 градусов. В принципе, у каждого производителя на пачке шоколада параметры заданы. То есть надо хорошо смотреть на этикетку, там написано.
при какой температуре он темперируется. Например, на темном он обычно температура повыше 45 градусов, 46, а на белом она пониже, где-то 43. Охлаждаем. Ну, еще один у нас лайфхак. Да, лайфхак, это вот замороженные ягоды. Все что угодно, кстати, подойдет. Любая Да. заморозка, все, что в морозилке, да? я Да, думаю. возможно, какие-то овощи, там даже, может быть, пельмени у кого-то в замороженном виде, что тоже ускоряет процесс и, так сказать, облегчает нам задачу. Так, в белый шоколад мы решили сделать немножко без орешков. С разноцветными посыпками. Посыпкой, да. Да, это правильно шоколадные называется. шарики. Мгм. Да, разноцветные. Можно миксовать, можно каким-то одним цветом, можно 3 цвета, как хотите. Ага. Да. Опять-таки фантазия. Опять же, ваша фантазия. Пусть будет один розовенький перламутровый кролик Да, у нас. можно. Вот это, кстати, сублимированная малинка. Сублимированные ягоды, они имеют свойство при контакте со слюной потом полностью раскрывать свой вкус Да, ягодный да. и, соответственно, запах. Это методика была придумана, по-моему, еще в начале 40-х годов. Предназначалась этот процесс сублимации для космонавтов. То есть они высушивали как-то в вакууме продукты, чтобы для космонавтов там потом изготавливать какую-то еду, которую они потребляли в космосе. В общем, технология, она оттуда. Марина, я представляю, как вы заходите в магазин. Кондитерский магазин. Да, да. Мы такие. Туда нас пускать надо очень осторожно, точечно и только со списком в руках. Иначе... С определенной суммой Да, с денег, определенной суммой денег. Лимитированной. Лучше не лимитировать, потому что нам нельзя ни в чем отказывать. Самый вкусный шоколад в вашей жизни был такой? Самый вкусный шоколад в моей жизни был такой. Не совсем даже прям шоколад, но это был батончик шоколада Марс. Это было еще в лихих 90-х, когда в нашу страну стали завозить всякие импортные сладости, там, какие-то напитки, помню, жвачки, что-то там было, там Чукопай, по-моему, тоже был из той же серии. Вот, шоколадка Марс. Продавали их в каких-то кооперативных ларьках, магазинчиках. Помнится, и стоили они каких-то безумных денег. Я помню, мы с подружкой собрали себе на этот батончик марсельную сумму, купили 1 на 2. Да, пришли домой, развернули в предвкушении. Помню, нарезали все по-братски, тонкими такими кусочками, смаковали. Вот до сих пор я помню этот вкус этого Марса. Мне кажется, вот, извините, но в наше время Марс несколько не такой, как был в то время. Я согласна, да. Да, что-то изменилось. Может быть, в технологии, может быть, в ингредиентах. В составе, но на тот момент да, я до сих пор помню вкус этого батончика Марс. Да. Все, идеально 32. Добавляем опять немножечко микро для ускорения нашего процесса. Ну, шоколад – это ваше хобби. Да, это мое хобби. А основной вид деятельности, род деятельности? Основной вид деятельности я работаю на нашем Якутском гормозаводе. Я начальник отдела кадров. Я работаю там очень много лет. Приросла к нему всем сердцем. Я до этого, я уже говорила, что я вела свечи. Еще мне нравилось вышивать бисером на какие-то картины на тему цветов, птичек. И еще я вязала носочки, скажем так. Ну, вы такая творческая натура, Да, я такая, значит, да? да. Всё равно. Наверное, к вам часто приходят гости. Ко мне часто приходят гости, да. Попробовать, что там у Марины у нашей сегодня на десерт будет. Ну что у нас новенького, что у тебя вот опять, в каком шоколаде, в каком цвете. Удобная резиночка. Не знаю, лайфхак, не лайфхак, но я как-то не могу завязывать. Я вижу, что некоторые кондитеры завязывают кондитерские мешки как-то ловко так. Как-то у меня не получается, я приловчилась обычной банковской резиночкой. Я, кстати, вообще не знала, что нужно завязывать. Я как-то по первости не завязывала, и у меня получалось, что у меня шоколад выливался в процессе не в ту сторону, в какую надо, к сожалению. Вот видите, сколько полезной информации вы нам сегодня дали. Предлагаю зайчика посыпать сублимированной малиной. Тоже можно сделать сверху. Да, без проблем. Можно тоже любыми можно посыпочками также сверху сделать. Так. Немножко отстучить формочку. Да, и у вас будет и с одной стороны, и внутри, и снаружи. Также можно и шариками посыпать.
например, вот этими можно посыпать сверху тоже, Ага. без проблем. Как кому нравится. Опять же, фантазия тут безгранична. Можно вот Да? еще здесь тоже посыпать Ага. фиолетовыми, например. Можно, опять же, скомбинировать. Так, сколько должно пройти времени, что Так, вот шоколад был чтобы вот готов? идеально он был готов, нужно его все-таки продержать, ну, 24 часа с Ага. момента изготовления. Вот где-то через сутки он будет идеально готовый, и все, его можно будет уже доставать. При 18-градусной температуре. Ну, желательно, но не, ну да. Вообще в идеале шоколад хранят в винных шкафах. Мгм. Вот, но как таковых у нас нет, поэтому мы как бы Мгм. имеем то, что имеем. Мы выставили уже готовый шоколад, который в конечный итог, да, наш, каким должен быть. И сейчас вот мы что-то интересное, да, должны чем-то. Да, нам сейчас Последний нужно, штрих да, такой. так сказать, нанести. довести, так сказать, до кондиции, до окончательной, как вишенка на торте, нам нужно, вернее, я предлагаю еще подкрасить наш шоколад кондурином. Кондурин это, Андурин. да, это вот такая новинка кондитерская, абсолютно гипоаллергенный, без запаха, без вкуса. Имеет мерцающий блеск, тоже в разных цветах. Специально пищевой какой-то Да, продукт. специальный, Мгм. да, гипоаллергенный, он абсолютно безвреден. И придает, так сказать, блеск нашим шоколадным изделиям. Так, предлагаю начать Кате. Давайте. Кисточка вам Интересно. знакома? Знакома, конечно. Знакома. думаю, всем Выбираете, девушкам например, знакома. Какую-то Мгм. фигурку. Так, я надеваю сейчас вторую Да, перчатку, видимо. Мгм. потому что надо. Мгм. Так, Ну, это берем из темного, да? ну, я предлагаю взять из темного, Ага, ну, потому что давайте они, мне зайчика кажется, будут вот лучше такого видны. Да, возьмем. да. Зайчик. Так. И прям сверху. Да, и все. Вот вы же макияж наносите на лицо, пудритесь. Да, можно даже посильнее. Ага. И тогда будет более насыщенный цвет. Так, не боимся, да? Нет, абсолютно не боимся. Не боимся. Он хорошо отмывается, Мгм. не оставляет никаких следов ни на чем. Так, примерно так. Примерно так. Мгм. Вот можно уже его положить в коробочку. Ага. Так. Давайте Кладем. так вот положим, чтобы было видно. Мгм. Вот одна конфетка готова. Красиво так. Да, очень Мгм. красиво. Ну, есть золотистый цвет тоже, очень Давайте. хорошо в он том смотрится. же темпе, да? Да, можно в том же темпе. Так, этой же кисточкой, ничего Можно страшного. другой кисточкой. Мгм. Потому что для Так. каждого цвета своя кисточка. Еще здесь Мгм. вот кисточка есть. Да, кисточки разные. Очень удобно складывать все это в капсулу. Тоже на разный цвет, на разный вкус. И формы есть разные. И белые, и розовые. Кому как нравится. Мгм. Такое вот напыление. Да. Ну как? Шикарно. Красиво. Плодородное золото. Мгм. Так, и так же. Да? Да. Ну вот что-то типа того. Ага. Можно взять яичко побольше. Мгм. Вот тут с орехами, например, да, Мгм. вот таким вот кондурином. Можно посильнее. Есть несколько способов нанесения. Делают, вот как. да, и делают и сухим способом, и мокрым. Мокрым способом это когда разводят кондурин немножко со спиртом. Он тоже немножко по-другому ложится. Ой, как красиво. Ну вот как-то так. Ну, вот рука мастера рук профессионала уже, да? Профессионала, да, Мгм. профессионала. Можно вот фиолетовый Вот как также надо. сделать. Ну, да. Все зависит от степени прилегания Ага. кисточки. Вот это вот с фиолетовым оттенком. Ну, только фиолетовый, наверное, лучше, ярче будет смотреться на каком-то белом шоколаде, да? Можно и скорее белый всего? попробовать, можно Мгм. белый. Еще у нас есть вот такого плана конфетки. Это я делала с печеньем Орео. Да, вот такие вот Мгм. открытые конфетки тоже сюда можно их положить в коллекцию. Такие же есть на темном шоколаде. Так. Тоже вот Орео очень любят детки. В принципе, тоже можно буквально вот по печенюшечке пройтись. Да. Вот так да. вот. И опять тоже у нас очень-очень привлекательно Мгм. получается. Вот таким вот образом. Так, что еще? Вот еще у нас есть на темном шоколаде. Вот это можно, например, розовеньким пройтись. Мгм. Мгм. Вот на темном очень хорошо смотрится на такой вот печенюшечке. В общем, вот такого плана. Вот почти наша коробочка готова. Тоже желтый-желтый. Вот коричневый можно тоже с печенюшечкой положить. Вот такое яичко. Так, сюда можно добавить еще, например, вот такое. И сюда можно вот такое добавить. Вот тут Мгм. как бы два яичка. Ну вот как бы вот. Красота. Вот подарок к Пасхе готов. Да.
Что ж, Марина, спасибо вам огромное. Ну и надеюсь, не буду казаться вам нагло, если попрошу попробовать что-то, да? Конечно, да. Я сказала, что люблю орешки. Где у нас тут орешки? С Орешки орешками? присутствуют везде, я вам скажу по секрету, Везде, просто их да? не всегда видно. Ага. Да, и есть и посыпки, и Да. орешки, но орешки всегда внутри есть. Ну давайте я. Ну, давайте вот такую. Но здесь может быть и не быть орешка, она маленькая, вот здесь вот точно есть орешки, даже видно. Мы сейчас Хрустит. дойдем до этого. Да, хрустит. Блестит. Очень. Идеально. Есть орешки. Да, есть орешки. Очень вкусно. Марина, спасибо вам большое. Вам Я желаю спасибо. вам развиваться вот в вашем деле. Действительно, вы создаете потрясающе красивые, вкусные десерты. Пусть у вас как можно больше будет клиентов благодарных. Вы дарите по-настоящему хорошее настроение, праздник. Желаю вам совершенствоваться дальше. И спасибо вам за то, что с полным набитым ртом сказала Катя, да? Да, сказала. Спасибо еще раз за приглашение. Удачи вам. И думаю, что мы с вами еще увидимся. Да, и вам спасибо, что пришли ко мне, порадовали меня, я поделилась своим опытом. Всех поздравляю с наступающим Днем Пасхи. Всех вам благ, удачи, счастья. Пока-пока.